Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Почему мы все одновременно сказали? Потому что мы дружные! Сегодняшний наш выпуск будет летним, потому что все темы, которые мы освещаем... Мы можем осветить только летом. Да, наше лето уникально в своем роде, так же, как и зима. И, наверное, нет людей, которые равнодушны к этим временам года. Они или нравятся кому-то, или не нравятся. Я бы сказал, зимой и летом не одним цветом. Город Якутск. Мы не нажимаем стоп на камере, мы спрашиваем у горожан, за что они любят лето в Якутске. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, за что вы любите лето в Якутске? За солнце, за радость, за весну. За мороженое. За жару. Солнце, за яркое небо, за все. Здесь очень жарко. Я люблю солнце. Как говорится, оно очень яркое для нас. После 9 месяцев суровой зимы. Тут очень много цветов красивых. Везде продают мороженое. Кататься можно. Отдохнуть, съездить куда-нибудь. За то, что оно короткое. А как вы проводите его? Чем занимаетесь? Как проводите свой досуг? Летом. Летом я в основном в тайге работаю, поэтому как бы досуга нет, одна работа. На природу куда-нибудь выезжать. Купаемся, ездим, выезжаем. Весь июнь мы работаем над цехом и уезжаем в деревню. Мы ездим на дачу и купаемся в озере. Очень часто гуляем. Походить по магазинам, летние вещи новые купить. На даче ездим, на огород поливаем, шашлыки делаем. В деревню едем или там на природу. Чем занимаешься вообще летом? Куда ездишь с друзьями? Как вообще отдыхаешь? Работаю. За что вы любите лето в Якутске? За белые ночи вот. За жару такую. Жарко и солнечно, да, это лето в Якутске. Бежим, девчонки. Привет. Привет. Тут там мой оператор. Ты не стесняйся. Его Миша зовут, он нормальный парень. За что вы любите лето-то? За солнце. За то, что можно гулять. А зимой нельзя. Ты чем зимой занимаешься? Дома сижу. А сейчас? Лето. Вполне логично, ладно. Чем интересно можно заняться летом в Якутске? Чем интересно? Все зависит от своего уровня. Поэтому, как говорят, удачливый и в гору ползет, а неудачливый и под гору не катится. Поэтому и летом можно работать, и зимой можно работать, и всегда работать. И главная работа над собой. Чтобы самоуважение удесятеряло силы. Интересно то, что есть фанаты зимы, а есть фанаты лета. И получается два таких анклава, что ли, каких. Нет, ну можно перебегать. Мне, допустим, нравится и зима, и лето, несмотря на то, что... Перебежчик. Я, если честно, как бы храню верность лету. Очень люблю лето. Можно просто сесть с ребятами, посмотреть на небо, покормить комаров, но комары тоже это очень хорошо, зато мне никогда не кажется, что мне что-то кажется. Иногда прошу ущипнуть себя, а тут комары щипают, все понятно. Комары на страже реальности с 1897 года. О, как мы с тобой, да? 7-й год, 80. Никогда не забывай. Сюжет Славика Брешева, кулинария. Он опять пришел ко мне домой. Я думал, ты уже перестал попадаться на эту уловку, ты уже должен перестать пускать Славика себе на кухню. В этот раз, кстати, все было нормально, но в силу этого немножко не смешно. Дорогие друзья, всем привет! Летняя кухня Пропеллера снова в эфире. И сегодня мы решили готовить суп, который называется ухо бланка. Чье ухо? А нет, аха бланка, вот. Это испанский суп. Что нам нужно для этого испанского супа? Для испанского супа нам нужны ингредиенты, которые, оказывается, лежат у нас на столе. И давайте посмотрим, что это за ингредиенты. Это миндаль. Миндаль мы размачиваем буквально 5 минут, чтобы его легко было очистить от этой его кожуры такой. А что, очищать что ли надо? Очищать сейчас еще будем. Ты миндаль-то залил, а виноград, который мы также будем использовать в этом супе, ты даже не помыл, по-моему. Я его помыл. И белый хлеб нам сейчас надо залить водой. Сашка, мы его зальем водой. Винный уксус, петрушечка и газированная вода. Мы ее пока заморозим, чтобы суп у нас был действительно очень холодный. Я пока это в морозилку положу. Ты да, конечно, я хлеб пока замочу. Я вообще классно хлеб замочу. Вообще этот суп максимум готовится 20 минут. Но так как наш эфир не резиновый, мы его за 3 минуты. За 3 минуты сейчас приготовим вам. Мог меньше придумать приготовить или курицу.
Да беляши летом какие? Курочку пожарить вкусную. Курочку летом надо делать суп. Смотри, вот, значит, мы забрасываем туда наш очищенный миндаль. И воду. И хлеб. Хлеб у нас мокрый. Подожди, стой. А зубчик чеснока? Кто? Я буду, что ли, его закидывать туда? Давай, все, остановись. Нам надо добавить еще сейчас. Фу, как чесноком-то воняет. Я же тебе говорю. Мы сбили до пюреобразного состояния, и сейчас нам надо добавить немного винного уксуса. Винного уксуса. Нам надо 2. Это половина была. Давай еще одну. Кашу маслом не испортишь. А, мы же сейчас масло еще добавим. Мы забыли. А у тебя есть оливковое? Нет, обычное возьми. Добавляем масло растительного. Одну? Одну. Стоп. Стоп. Вот. Лить так лить, да? Теперь потихонечку надо подливать воду, минеральную воду. Это уже получается суп. Взбивай. А я пока нарежу петрушку. Не в тему этот виноград отдельно жевать. Сейчас по-ленски сделаем. Сейчас по-ленски сделаем. Раз, два. Виноград в пути. Он с косточками, чувак. Он без косточек. А звук странный, слышишь? Не, прикольно. По-моему, впервые кулинария наша с тобой хорошо закончилась и даже вкусно получилось. Ахабланка – это испанское блюдо. Пусть его готовят в Испании. Да, а мы в Якутии сделаем немножко по-другому. Добавим все это в одну тарелку, смешаем, и получился нормальный летний суп. Это, знаешь, необычная окрошка, я бы сказал. Да? Всем лето, всем окрошку на пляж. Что летом Якутск отличает от других городов? Это такое интересное живое существо, которое называется по-научному большой черный усач. А иначе говоря, волосогрызка. А я, кстати, давно их не видела уже. Да, к сожалению, наш город в последнее время не часто посещают, но это действительно в детстве, это такие теплые воспоминания, что ты идешь по площади, и там девушки, женщины начинают с криками внезапно бегать, и ты понимаешь, что она не просто внезапно сошла с ума, это просто волосогрызка, так сказать, прилетела по знаку. О, Марина! Фотосушка – мероприятие, которое проводится каждое лето в нашем городе. Это такой интересный формат мероприятия. То есть это свободная фотовыставка, можно так назвать. Сама задумка, идея классная. То, что как белье сушится на веревках, так же ты можешь прийти и фотографию. Все просто вообще. Хотите, знаете что? Я одну фотографию намочил и повесил мокрой, чтобы она реально высушилась, чтобы поддержать концепцию, так сказать. И фотосушка как бы стала по-настоящему фотосушкой. Сделал фотосушку. Ой, привет! Привет! Сегодня очень все интересно, очень живо. Мы видим то, что здесь очень много фотографий. Бесплатные бублики, как мы заметили. Участвовать может в фотосушке любой. Здесь очень интересно то, что здесь фотографируют фотографии. И также хотелось бы сказать то, что спустя 1,5 часа после того, как тут все посмотрят, те фотографии, которые людям понравятся, они могут снять и взять себе на память. Но взамен, еще раз повторяю, взамен подложить свою какую-нибудь очень интересную. Наш коллега Александр Горбунов сегодня участвует в данной фотосушке. И он представляет фотографию вот эту вот. Она называется «Космический Ленин». Мы нашли первого человека, который тут висит. Давай посмотрим, где ты у нас висишь. Я висю. Висю, говорит? Висю, да. Куда тебя повесили? Я висю здесь. Вот. Здесь. Вот, это она. Вот это классно. Это где все было сфотографировано? Вот это, наверное, за стеклом, да? Это да, он использовал стеклышко, я помню. Он. Фотограф. А, ну... Да, вот здесь его имя написано. А, то есть тут информация даже, да? Я подписала, да. А сушки, они вообще что означают? Традиционная еда фотосушников. Фотосушников? Да. А, вот так вот даже? Да. Вот!
присмотрели какую-нибудь фотографию? Да, я одну присмотрела и стою возле нее. Ну, можно же поменять, или вы ждете, когда сигнал такой будет? Ну, наверное, жду сигнала. Вот эту хотел забрать? Нет, вон эту. Вот эту он хотел забрать. У меня статуэтка есть. А что на ней изображено, как ты считаешь? Саграда Фэмили. Я ничуть не пожалела, то что я, можно сказать, сбежала с работы, прибежала сюда, и очень все интересно, пообщалась с людьми, с фотографами. Это мероприятие меня очень вдохновило. Вот. И, может быть, в следующем году вы увидите мои работы, ну, правда, любительские. Вот. Я набрала тут несколько фотографий, которые мне очень понравились. Надо же сначала что-то повесить, чтобы что-то взять. Не, ну мне они очень понравились. Связь с фотографией я, наверное, чаще всего... Алло, фотография? Да, у меня связь с фотографией. Алло, алло. Чаще всего по другую сторону. Да, чаще всего я по другую сторону, я не за кадром, а в кадре. Для меня важно, чтобы фотография была красивой. И чтобы вот фотография была красивой, надо, чтобы напрягались оба, и фотограф, и тот, кого фотографируют. Главное, не перенапрягитесь вы там. Уже вены выступили на лбу. Вот такой фотограф и вот такая модель. Естественно, ты хотела сказать не это. Что же ты хотела на самом деле сказать? Что Photoshop все решает. Да, ну что хотелось бы сказать, дорогие телезрители, наслаждайтесь нашим короткометражным, быстротекущим летом. А наша программа подходит к концу. Посещайте нашу страничку ВКонтакте. Там есть все. С вами была программа «Пропеллер». Всего вам доброго и до новых встреч, друзья. Пока. Let's kick it.